Ты носишь такое мясо? Оля, ты поешь? Да. Можно? Нельзя. Нет, ничего не. По расписанию поезд должен был отправиться в 11, но почти 2 часа ждали хлеба. Без него ехать не было смысла. Отдыхай, отдыхай. Узкоколейная железная дорога протянулась на 100 километров. Вдоль нее несколько поселков. Еще с тех времен, когда здесь был леспромхоз. Для них узкоколейка – единственная связь с внешним миром. В поезде 2 вагона – грузовой, хлеб, водка, сигареты и пассажирский. Везли детей на лето к бабушкам. Кто-то возвращался из города домой. О том, что поезд мог в любую минуту сойти с рельсов, знали все, но об этом никто не думал. Это машинист Валера, звезда узкоколейки, любимец публики во всех лесных поселках. Это про него говорят, знает дорогу, как свои 5 пальцев. Просто чувствую, еду, чувствую дорогу. Вижу, знаю, как ехать. Как прошел сегодня вагон и как пройдут завтра вагоны, я уже чувствую это все. Сколько я отработал, я просто уже места все эти заметил. Мне не километровые столбы, а просто я уже заметил их места. Где плохо место, я уже его заметил. Где-то что-то там выросло, береза какая-то, дерево, я уже его заметил. Знаю его. Так больше иначе никак. Как? Не забудьте, скажите, ладно, что мешок-то. Артема, скажи, бабушка еще полет. У нас дорога более-менее еще до 35-го еще так еще содержится. А с 35-го тут военная дорога. Как Корчагинцев было. Вот так и у нас примерно. Перекрестились и поехали. Доедем, не доедем. Как Бог пошлет. У некоторых жителей поселков есть пионерки. Самодельные дрезины с мотором от мотоцикла «Восход». Частный транспорт на узкоколейной дороге. Пионерка – это счастье лесного человека. Мчись в любой поселок, лишь бы бензина хватило. На 35-м километре узкоколейка пересекается с дорогой Москва-Архангельск. Сюда поселковые везут на пионерках чернику, голубику, бруснику, грибы. Продавать дальнобойщик. Помогают жить. Ягоды. Как не помогают? Пока ягоды есть, да и живем этим. 100 рублей. Дорого, мать. 90 отдам.
победителя соцсоревнования, тот, что слева, принадлежит лично Валере. Коллектив коммунистического труда, понятное дело, вручили бригаде. Обязательно раз в месяц их стирает продавщица Нина, которая едет до 47-го километра. У вас в запасе будет хорошо. В запасе. Нам цвет надо, а не запас. На 47-м одни старики. Магазин открывают 2 раза в неделю, по понедельникам и пятницам, когда приходит поезд. Нина, она заодно и почтальон, остается здесь до вечера. На обратном пути ее забирают. В течение дня Нина выдает и принимает заказы. 200 граммов вареной колбасы, столько же сливочного масла. Холодильники в поселках не работают. 3 года здесь нет электричества. Потому и заказывают понемногу. Принесли? Как не принесли? Это мало, говорят. 3 батона. У нас сегодня не было и дома. Вниз лучше не смотреть, не задумываться, как поезд мчится по рельсам, под которыми прогнившие шпалы. Где-то их вообще нет. Разрыв на стыке. Здесь надо ехать очень медленно. Торопиться все равно некуда. Люди в поселках слишком хорошо знают, что такое узкоколейка. Поэтому будут терпеливо ждать. На 62-м километре пассажирский вагон сошел с рельсов. Дорога плохая, да как еще, как не летать? Очень рельсы качается. Дорога-то, видите, сами такая. Да. Никто не испугался, привыкли. Главное, что не перевернулись. Так бывает, но реже. А ты тоже должен его предупредить, что мы падали. Как вот там, на 63-м говорит. Все знали, что будет дальше. Валерка и его помощник Серега подложат под колеса обрезок рельса, который у них всегда наготове, поставят вагон, и поезд продолжит путь. Тут все брошено, никому ничего не надо. Мы ездим как смертники. А вдруг да, так вот... Доедем, не доедем. Сами Бог с ним. Лишь бы людей в вагоне не убить. Сами-то Бог с ним. Сварку вырежут. А людей-то везти надо. Лежит надо. Как ехать, я одинаково еду. Постоянно. То, что он провалился, тепловоз, да, вагоны, так это ничего не изменилось. Я бы даже посмотрел бы, так не изменилось. Он бы все равно провалился. Шел я одинаково. Даже шел тихо, я знал, что была до этого здесь авария, я шел тихо здесь еще. Я обычно здесь еду быстрее. Тут я шел тихо. Все равно провалились. Шестой километр. Поселок Согорки. Поезд начинают ждать с утра. С утра приятно волнующие мысли. Вдруг он привезет дочь или внука, или хотя бы письмо.
хорошо. Больше всех, наверное, ждет пассажирский Ия Николаевна. Раньше она работала монтером пути на узкоколейке. Теперь за 60 рублей в месяц разгружает вагон с продуктами. Ия Николаевна всегда бежит, торопится, как будто таких вагонов у нее 10. Вот колбасы привезли. Колбаски? Ждем, а как поезд идет, так мы боимся, хоть бы он пришел, чтобы он не упал. Не то, что за кого-то родных беспокоимся, а которые люди, вот которые сами тепловозники, за их даже боимся. Это же товар товаром, ну пища тоже всем нужна. Люди просто энтузиазмом, наверное, многие живут. Надежды на лучшее и все. Толик! Минуточку, одну минуточку, подожди. Я-то перепугалась, что там вон козы под поездом. Ребята, на дружбе правда плохо. Вообще уже дальше некуда. Директора школы Ларису Андреевну в поселке уважают за ум и образованность. Обращаются исключительно на «вы». Она сюда переехала с семьей из города, к родителям мужа. Прошло 6 лет, но для поселковых она так и осталась чужой. А потому что не такая, как все. Поэтому и завидуют. Потому что я думаю, что вообще моя семья для них всегда загадка. И они строят разные такие различные иллюзии, можно будет разгадать их. А почему именно так? Вы знаете, когда мы приехали, первый год, наверное, только мы здесь жили, вот у меня сын учился еще в школе, и возвращается он домой с одним мальчиком из школы, а парень его спрашивает. Говорит: Димка, у тебя, говорит, мать, когда, говорит, напивается, она, говорит, кричит, а он вот так смотрит на него, говорит: да у меня, говорит, мать не напивается. Он говорит: как это так не напивается? А вот так? Они даже не понимают, что, что мама не может напиться. Не надо нас снимать. То ли люди не видят смысла жизни, или я не знаю, или они просто разучились понимать саму жизнь. Они не знают смысла, в чем, для чего они живут, какова цель их жизни. Они этого не понимают. Даже когда магазин закрыт, если сильно приспичит, всегда можно зайти к продавщице Вере домой. Вера молча кивнет, возьмет сумку с деньгами, ключи и пойдет открывать магазин. Давай скорее. Колбасы сколько будем заказывать на пятницу? По 4 вареные и копченые. Рыбы свежие. Полинка 30 рублей, а остальные все до 40 рублей. Любят бывшие лесорубы вино больше, чем водку. Дешевле и эффективнее. Пожалуйста, на кольцо почем, красную. Вера, знать не посеред. Приехал как-то раз на Пионерке житель соседнего поселка Иван на станцию Согарки по делам. Встретил приятелей, а вечером собрался Иван домой, да забыл развернуть Пионерку в обратную сторону, туда, откуда приехал. Укатил в чужой поселок. Слава богу, обошлось, к утру вернулся. А то ведь и разное с пионерками случается.
пионерка, в пионерку бывает. Сейчас вся эта дорога заросла, ничего не видно. Едешь, километров пускай 15-20. И так улетает 15-20, также на повороте. По тормозам, рельса сырая, несет. Кто куда, пионерки хлоп. Мы выпрыгиваем все. Когда нас сталкиваются, мы выпрыгиваем с пионерки. Мы не сидим на ней. А только пионерки сами втыкаются. Мы сами-то соскакиваем. Если камикадзе, можешь сидеть на пионерке, там, может, дальше улетишь. О враче Людмиле в поселке говорят отзывчивая. Могут ночью прийти домой, никогда не отказывает. Кроме нее здесь никого. Она и участковый, и скорая помощь. Сегодня получше. 170 на 90. А вчера было за 200. Вот я и говорю, что более-менее нормально после вашего ухода. На укольчики сейчас пойдем, да? Пойдем? Ну, пошли на укол. Пойдем. Приходится вот и на Дружбу еще ездить. Поселок Дружба. 30 километров отсюда. Это ездим вот или на пассажирском поезде, который ходит 2 раза, или на пионерках. Если какой-то экстренный случай, например, оттуда приезжают на пионерке за мной, то еду туда. Туда, в поселок, оказываем там помощь. Зимой, конечно, на пионерках не едем, потому что зимой они не ходят, пионерки, только летом. Лето, осень, весна вот. А зимой, не знаю, бедные там люди. Если что-то там случилось, так уже они вот ждут пассажирского поезда. И везут либо на пассажирском, либо уже как-то записки пишут, передают, чтобы я приехала туда. Тоже на пассажирском. Я в 40 лет седой стал с этим пассажирским. 4 года вот это работал на нем. Полностью седой. Без отпуска работал. Никто не идет на него. Нет специалистов, что боятся. Дорога смерти. Дорога жизни до 35-го, а дальше дорога смерти. Здесь только покойников возим. Больше мы ничего хорошего здесь не делаем. Что хлеба привезем, это не считается. А в основном покойников отсюда увозим. Мрут, умирают. Поезд то и дело врезался в стаи обезумевших бабочек, мешал им греться на раскаленных от солнца рельсах. Скоро поселок. Конечная станция «Дружба». Дальше тупик. Самый труднодоступный поселок. Да? Как самый старый? Ой! Ой!
В прошлой жизни поезд ходил по узкоколейке 2 раза в день, утром и вечером. В вагоне был зал ожидания с телевизором, светом. В лесных поселках главный человек – староста. На эту должность обычно выбирают мужика грамотного, малопьющего, смекалистого. В дружбе староста Алексей Кошкин. Некуда обратиться. Приходят ко мне, у меня тоже ни власти, ничего нету, ни, как говорится, полномочия, может быть, есть, а возможности помочь вывести в больницу. Там даже похоронить человека, вывести. У меня даже связи, ничего нету. Я ничем не обладаю. Только что вот обладаю вот этим пионеркой, что доехать до соседнего участка, позвонить, там телеграмму подать, чтобы похоронить человека, тепловоз вызвать сельсоветом, обговорить это все, это дело решить. И рождается, и умирает эта жизнь, все-таки никуда не деваться от этого. Кладбища у нас своего нет, приходится хоронить за 100 километров. Себестоимость этой тепловозной, это машина смены, получают 4 тысячи. А где у родственника найти только 4 тысячи? Все-таки для людей это деньги. А 4 тысячи надо заплатить, чтобы человека только свезти на похороны. Но все-таки надо потом приехать, помянуть его. Это получается еще дополнительно, еще 4 тысячи. В наших условиях умирать невыгодно. Нам нужно жить и жить. Ветки цеплялись за вагоны, хлестали по стеклам, будто пытались остановить поезд, опутать, затянуть его в зеленый омут, чтобы не стучали колеса, не звенели рельсы, чтобы было тихо. В понедельник поезд вел Толя, сменщик Валеты. На обратном пути, когда проехали больше половины дороги, вагоны сошли с рельсов. Все нажатый. Ты зачем? Нажатый. Я бушман положу. Я бушман положу. Ничего. Ну что тут? Да, вот так вот. Да, вот так вот. Фига. Нормально, да? Как тогда, да, вы? А я думаю, что это вообще мы пробороздили, поэтому... Часа через 3 Толе и его помощнику все-таки удалось поставить вагоны на место. Как всегда, выручил подложенный под колеса обрезок рельсы. Впрочем, никто из пассажиров в этом и не сомневался. Выбившийся из колеи поезд всегда в нее возвращается. Я считаю, что еще рано жениться. Надо выучиться, работу получить, чтобы зарабатывать деньги, квартиру. Все для жилья, чтобы было. Чтобы было все нормально. А так как вот здесь живут люди без работы, без всего, мне так неохота жить. Вот, Любка, ты права. Они знают, что где-то далеко, там, за озерами, за лесами, должна быть другая жизнь. Жизнь, которую не ощущаешь лишь как ошибку. Наверное, им хочется верить, что когда-нибудь она наступит и здесь, что смогут они выбиться из колеи.